Рабочие не соблюдают элементарных мер безопасности. Они без касок, спецодежды и даже страховочных ремней нет. Нарушения выявляет Государственная трудовая инспекция в ходе рейда. Первый объект – многоэтажный дом 27-го микрорайона. Заметить нарушение здесь можно невооруженным глазом. Рабочих, буквально бегающих по краю многоэтажки, видно издалека. Сотрудники трудовой инспекции потребовали в кратчайшие сроки устранить все нарушения. На вашем объекте отсутствуют средства индивидуальной защиты. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Есть ли они у вас? Почему вы это не используете? Почему вы надлежащим образом не контролируете этих работников? Ну, у нас в основном работают работники с Азербайджана, азербайджанцы, монолитчики. А формы, спецодежды у нас сейчас на стадии, мы оплатили их, должны завести, будем одевать, и каска будут ходить, и пояса будут ходить. Они часто меняют своих работников. Поэтому некоторые как бы не сдают эти формы, обновляются, рабочая сила обновляется, и поэтому иногда не успеваем их одевать, переодевать. Но думаю, что в ближайшее время мы всех их оденем, спецодежды, все у них будет, как полагается. Вы же понимаете, работать. охрана труда – это очень серьезный вопрос, что нужно к нему обратиться. Форма и спецодежда будут в ближайшее время, заверил начальник стройучастка. Ну что с документацией? По закону рабочие должны быть официально трудоустроены. Учет должен вестись на бумаге. Сейчас проверим, что у вас на месте есть по требованиям охраны труда, какие журналы у вас есть. Остальная документация, как вы сказали, у нас в офисе, да? Да, у нас все журналы есть. Ремней безопасности и спецформ тут тоже не оказалось. Представители подрядной организации комментировать нарушения отказались. Тут же неподалеку возводится еще один жилой дом. Прораб с себя ответственность за нарушение на этом участке снимает. По его словам, сейчас на объекте работы не ведутся. А это работники фирмы, которые привезли подъемный кран. Спецодежда у них есть, да, у работников? Есть, вон они, да, лежат там, каски, все это есть у нас, безопасность, все есть. Вы должны обеспечивать применение, Я знаю, да. хорошо, в дальнейшем, Я и в курсе, сейчас, да. и в дальнейшем Заставлять должны. Да, просто у нас, я вам объясняю, работа стоит у нас. Мы остановили работу, просто кран приехал, чтобы помочь нам поднять, и они быстро побежали просто наверх, чтобы его сложить, и все. А так они никто не работает. Вот эти лица, которые сейчас у тебя временно помогают, с ними договоры что-нибудь есть? Они у тебя в штате, да, сидят? Ну, у них свой старший человек есть. А, ты их нанимаешь просто? Да. Временно? Да, они гражданский договор, да? Да, у них свое все есть. Сами рабочие, по-видимому, тоже не особо пекутся о своей безопасности. На любом стройобъекте видны люди на высоте свыше 30 метров, спокойно выполняющие работу без какой-либо страховки и защиты. Строительные работы идут почти в каждом микрорайоне столицы и с целым рядом нарушений, но ответственных на участках найти сложно, впрочем, недочеты зафиксированы. Сегодня мы установили, что работодателями нарушаются требования охраны труда, в том числе работники не обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Соблюдаются ли требования трудового законодательства в части оформления трудовых правоотношений, мы установим в ходе внеплановых проверок, которые будут организованы Государственной инспекцией труда по окончанию указанных мероприятий. То есть мы сделаем запрос в администрацию города Магаз, установим хозяйственный субъект, который осуществляет трудовую деятельность, и в дальнейшем уже организуем внеплановые выездные проверки для того, чтобы установить факт нарушения, также привлечь ответственных лиц к административной ответственности. Главной целью такого рода мероприятий являются, конечно же, предотвращение несчастных случаев. Даже после многочисленных трагических историй со смертельным исходом рабочие не предпринимают никаких мер для своей же безопасности. Такие рейды по республике будут проводиться систематически. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24.